По легенде, спасателям нужно вызволить человека, провалившегося в колодец. Как проходит операция по спасению на практике, школьникам показывают студенты пожарно-спасательного колледжа. В течение 5 минут пострадавшего вытаскивают на свободу. Следом полоса препятствий, где студенты показывают физическую выносливость, а вот преодолеть страх высоты при спасении людей в горящих зданиях помогает скалодром. Забираются на самый верх тут ребята за несколько минут. Вначале там бывает очень тяжело подняться, а потом еще привыкаешь по порядку. За сколько ты залезла? За 2 минуты 30 секунд бывает. Ну, иногда за 2 минуты поднимаюсь. А высоты не боишься? Вообще нет. Я думаю, учащимся понравилось, как мы тут работаем. Они были довольны очень. Смотрели, даже подходили школьники, просились подняться, но по технике безопасности с 16 лет только тут можно подниматься или же выполнять эти задания. Куртка, спасательный пояс, каска, обувь. Из чего состоит экипировка пожарного, уже рассказывают на другой площадке. Надеть ее нужно за 20 секунд. Затем ребятам показывают нормативы пожарно-строевой подготовки. К примеру, как вытащить пострадавших из многоквартирного дома. Первое, надеваем на ноги петлю, 2 петли. Дальше за шею пострадавшего. После этого закрепляем поясницу. Делаем 1 из 4 узлов для страховки спуска пострадавшего. Экскурсия в пожарно-спасательном колледже проходит для учащихся 1-й Сунжинской школы. Ребята – 11-классники. Пора им выбирать профессию по душе, а вместе с ними и учебное заведение. Поступить сюда после школы – такая мысль появилась у многих. Мне понравилось то, как учащиеся воссоздали ситуацию спасения человека, и то, как они импровизировали и воссоздавали эту ситуацию. Я думаю, это будет хорошим опытом и уроком для тех, кто хочет поступить сюда и вообще поступить в пожарно-спасательный колледж, другие тоже. Хотела бы сюда поступить? Возможно. Это очень интересная, мне кажется, работа. И людей спасаешь заодно, и как-то и увлекает, заинтересовала, в общем. Пожарно-спасательный колледж готовит специалистов в различных направлениях. Это пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, сестринское дело. Пополнить ряды студентов в направлении правоохранительная деятельность предлагают уже в этой секции. Тут школьникам покажут не только сборку и разборку холодного оружия, но и научат из него стрелять. Снимаешь предохранителя, отводишь курок назад, на себя прицеливаешься с вытянутых 2 рук. Так, ноги на ширине плеч. Все. Инфотур в пожарно-спасательном колледже для школьников организовал Минтруд региона. Его цель – познакомить учащихся с особенностями работы различных профессий. Проходят такие мероприятия в рамках Всероссийской ярмарки вакансий по трудоустройству, стартующей 14 апреля. Одним из этапов данной ярмарки является профориентация школьников, чтобы будущие выпускники школ они выбрали для себя профессию и образовательное учреждение, куда они будут поступать. Также мы планируем сегодня посетить гуманитарный колледж города Сунжа. Организаторы надеются, такие экскурсии помогут учащимся осознанно выбрать свое призвание в будущем. Ребята также получат дополнительную информацию о требованиях кандидатов на работу, заработной плате и перспективах профессионального роста. Дана Плиева, Абдулла Халухаев, Новости 24.